Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Это вторая часть видеообзора о грядках, а начну я его с приятного деревенского бонуса. Что такое приятный деревенский бонус? Ну, например, вот такой. Ягода – это вообще в Сибири приятный бонус жизни. То есть, что может быть прекраснее сибирской ягоды? Только сибирская ягода. А это Виктория с моей грядки. Правда, она вырождается. Ее надо обновлять. Приглашаю. Вкус специфический. Сибирская ягода, она очень насыщена по вкусу. У нас стоит жаркая погода. Вчера было 32 в тени. Представляете, как приятно вот так утром встать, добраться до грядки и полакомиться Викторией. Виктория. Или, скажем, после работы в жару взять, набрать тарелку Виктории и съесть ее. Или сделать коктейль классический. Ягода, молоко и мороженое. О. Сибиряки очень любят мороженое. Едят его всегда, везде и всюду, и в любую погоду. Особенно в мороз. Чем согреваются сибиряки зимою в мороз? Мороженым. Съешь мороженое и теплее как бы получается. Жалко, вам нельзя передать, вот так взять из экрана. Раз. И передать. Насыщенный вкус. Но не буду вас больше дразнить. Пойдемте на грядки. Я вам покажу, что еще у нас растет. Сейчас покажу вам самую смачную грядку. Она не всегда такой получается, но тут есть секретик. Секретик я вам тоже расскажу. Вот самая смачная грядка. Грядка с салатами. Для тех рецептов, которые я публиковал чуть ранее. Вот, руккола уже цветет. Семена, наверное, свои будут. Салат разный. Зеленый, волнистый, красный. Ну, красноватый, бурый. Что-то еще. Вот эти макушки тоже. Чтобы салат был хороший, его надо поливать. Иначе он будет горький. Эти макушки цветущие надо отрывать. Но, если хотите получить семена, то наоборот отрывать ничего не надо. Вот еще такой салат интересный. Не знаю, как он называется. Садил смесь салатов. Значит, что я заметил на примере этой грядки. Все культуры очень хорошо отзываются на компост. То есть, вот эта грядка, несколько раз я вносил сюда компост. Поэтому, видите, очень пышная, богатая грядка. Огурцы я нынче поздно посадил, поэтому они еще небольшие. Садил рассадой. Вот как они приживутся, еще пока непонятно, но вроде бы уже нормально. Надо пропалывать все, не успевая.
Огурцы будут поздно у меня. Я выбираю сорта, которые не гибриды. Потому что гибрид это уже, можно сказать, мутант. Ну, а теперь пойдем посмотрим томаты. Мы нынче выращиваем томаты, можно сказать, особый сорт. Этот сорт называется Маршал. Вот они уже обильно цветут. Цветы у него очень крупные. И сами кусты будут размером с полметра и выше. Очень мощные кусты, плоды большие будут. Значит, в чем особенность плодов вот этого томата? В том, что они сладкие, они крупные, у них немного семечек, то есть почти одна мякоть. И они хранятся до начала января запросто. Вот, мы долго искали сорт, какой бы выращивать. Все, что выращивали до этого, как-то не очень было. Вот надеемся нынче получить урожай от него. Если все получится, я вам потом покажу сами томатики. Очень крупные цветы у него. Пасынки удаляем ножницами, они не вырываем, чтобы не травмировать растения. И вот землю мы закрываем травой, подсохшей травой. Свежескошенную лучше не класть, дать ей подсохнуть. Вот такие томатики. Как раз погода сейчас для них. Они любят, когда сильно жарко и не очень влажно. А огурцы, кстати, наоборот, любят влажность. Так, вот посмотрим грядку, где я садил петрушку и укроп. Вот прошло несколько дней с того момента, как я снимал первую часть. Видите уже, какой укроп. Отрастет чуть-чуть, и можно будет кушать. Мы его замораживаем и всю зиму используем как зелень в супы, в каши, всюду. Или еще сушим, тоже хорошо, нам понравилось. Получается ароматный такой укроп сухой. Тоже используем в супы, в каши. Вот. Петрушка сейчас вот в таком состоянии, видите, уже вот настоящие листочки появились. Петрушку я активно использую, эта трава дает силу, я ее кладу в лепешки из пророщенной пшеницы. Как-нибудь расскажу, как это все делается. Кроме лепешек еще пирог мы делаем из пророщенной пшеницы. Скоро петрушка подрубит. Барага уже зацвело, пока я снял. Вот видите, уже синенькие. Синенькие, вон сирененькие, такие розоватые цветочки. Красивый цветок, пчелки вон собирают с него нектар. Бараго. Так, еще у нас есть мята. Мята, она постоянно гуляет с места на место. Вот мята цветет. Я собираю листья ее до цветения. Сейчас вот, когда еще не сильно раскрывшиеся бутончики, собираю, как заваривать в чай. Мяту я активно использую. И в массову использую. Чай такой. Если помните, видеоролик у меня был. Чай, помогающий выжить в России. Это об сибирской версии индийского чая массала. Вот. Мята качу из грядки на грядке. Вот она была у меня на соседней грядке. Вот здесь. Вот тут остаток остался. Перешла на грядку другую.
Как бы вот вперед, видите, и сюда. Это вот тоже перешедшая мята. То есть она год, 2-3 посидит на одном месте и пойдет в другое место. Постоянно кочует. У меня мяты много. Но я активно ее использую. Так. Ну вот, еще небольшое поле картошки. Картошки я не очень ее люблю использовать в пищу. Мне больше нравится топинамбур. Картошка у нас нынче посажена по новому способу. Потом, когда вот урожай соберу и пойму, что этот способ хороший, расскажу вам о нем. К сожалению, колорадский жук присутствует. Мы его не травим, просто механически собираем с листьев. Трава очень быстро нарастает. Надо картошку сейчас окучивать уже. Эту траву надо сперва убрать, которая в промежутках, видите. Валы эти я сначала нагребал культиватором, а потом дополнительно тяпкой. Вот вчера собирал, видите, сегодня вот она опять личинка колорадского жука. Такая зараза. Было время, когда не было вот никакого жука колорадского. А сейчас это бестия. На картошку объедает. Вот смотрите как. Все, видите? Здесь клубней не будет практически. Вот еще один куст такой же. Вот еще видно, вчера не увидел, вон там маячит личинка. Так. Топинамбур я тоже посадил. Вот топинамбур. Пока еще цвета нету. Топинамбур это очень овощ, который полезен диабетикам, полезен вообще для диетического питания. Конечно, кто привык к вареной картошке, для того топинамбур не очень подходит по вкусу. Ну, надо привыкнуть. А вот у меня растет деревце абрикосовое. Садил из косточки. Вот там даже осталось. У корня видно косточку. Остаток. Вот что буду делать дальше, пока не знаю. На второй год либо привью ветками другого абрикоса, либо буду ждать плодов у этого. Это маньчжурский абрикос. То есть он холодостойкий относительно. Вот еще одно дерево абрикосовое. Вот еще одно абрикосовое дерево. Нашел очень интересного человека в интернете, Валерия Железова. У него есть свой канал. Вот, если надо, могу дать ссылку в описании к этому видео. У него целый сад абрикосов, яблок, груш, персиков, черешни. Живет он под Красноярском. Представляете? Жесткий климат. Зимой бывает до 50 и ниже. В некоторые годы даже там 60-65 были. И у него прекрасный сад. Вот по его методике я начал выращивать. Ну, по возможности буду рассказывать, если будет интересно. Это, так сказать, фрагменты жизни, реальной жизни в реальной Сибири. Можно сказать, сибирской глубинке. Это тоже к теме моего канала. Шаман, как любой человек, должен питаться чем-то. И вот такое питание на грядках. Знаете, вот особый момент, когда ты срываешь овощ со своего огорода,
и ешь его. Ну, в чем особый момент? Он какой-то особо вкусный. Ты точно знаешь, что это экологически чистое. Ты точно знаешь, что вреда тебе от этого не будет. И сам вкус, понимаете, это же непередаваемый вкус. В магазине такого не бывает. Знаете, вот есть тайна меда. Пчеловоды мед, когда вот свой качают, все говорят, что свой мед вкуснее всегда. Вот такая тайна. Так же и здесь. Так, я вам еще не показал эстрагон. Сейчас эстрагон покажу. Ну, эстрагон или тархун, вот он. У меня несколько лет уже растет. Я его использую в чай, а такой зеленый ем, сушу. Всякое. Эстрагон — это вид полыни. Напиток такой есть, Байкал, может быть, помните. Там экстракт тархуна есть. Или тархун еще его называют. Тарх — это славянское божество, вот тархун. Ну, вот такие у нас грядки. Не успеваю пропалывать. Здесь вот горчица наша, красный гигант, заросла вся. Ну, в смысле, начала цвести. Может быть, семена будут свои. Горчица у меня каждый год теперь самосевом сеется. Ну вот такое у меня хозяйство. Хозяйство белого шамана. Мошки у нас сильно много. Тучи вот уже какой день ходят вокруг, хмурится, потом рассеивается все голубое небо и стоит жара. В ближайшие дни прогноз 30 градусов и выше. Потом мошка заедает, пока снимаешь, надо сетку какую-то прям одевать. Ну вот такие вот у нас грядки. Не все я посадил, что хотел, еще кабачки бы посадить. Но кабачки я все равно посажу. К осени у меня будут молодые кабачки. Я сажу обычно цукини такие, зеленые цукини. Вот. Еще выращиваю кинзу и шалфей. Базилик не зашел, к сожалению. Я фиолетовый базилик выращиваю. Он более такой насыщенный вкус, чем зеленый базилик. Сейчас время очень такое напряженное. Каждый день приходит, ну, через день, каждый день приходится поливать. Когда вот жара, например, каждый день поливать приходится. В 7 примерно я начинаю и 9:30 заканчиваю. Ну, уже там, когда солнце за лесом уже. Как солнце за лес заходит, так сразу облегчение от жары, уже можно что-то делать на улице. А так довольно сложно. Все равно, конечно, приходится делать. Ходишь, умываешься холодной водой. Ну, заканчиваю репортаж, а то меня заедят эти чертяки. Мошка, которая. До встречи на канале «Сказы сибирского шамана». Кто ждет сказки, сказки будут. Готовы сказки. Как только сфера проявится сказочная, так сразу запечатлю и вам преподнесу. Приходите на мой канал «Сказы сибирского шамана». Всегда рад вам. Не забывайте оценивать мои видео. Ставьте лайки или дизлайки, что вам больше нравится. Пишите комментарии, задавайте вопросы. До встречи, друзья.